Весовая категория 66 килограмм. Чемпион АСК Грюплинг Валитудо, рукопашный бой. Чемпион Кыргызстана по боям без правил 2015. Команда Департамент охраны ГИСР Кыргызской Республики. Его представление двух бойцов. Коротко скажем, что как раз вот следующий поединок турнира под эгидой двух организаций: Азиатской лиги Ахмат и Всемирная федерация Эргеймаш, вольная схватка, что переводится с кыргызского. Турнир, посвященный памяти имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы видим сейчас в бокс-арене Стронг и очередной поединок. Асарбек Улу Азизбек из клуба Лига будет сейчас противостоять узбекскому спортсмену Джураеву Сиражидину, 66 килограммов весовой дивизион. Ну а подробно уже о двух бойцах расскажет наш уважаемый коллега в качестве сокомментатора, который участвует в сегодняшней трансляции. Это Талант Джаманаков, вице-президент Всемирной федерации Эргеймаш, вольная схватка с киргизского, что означает. Спасибо, Максим. Красный угол представляет боец из Кыргызстана Асарбек Улу Азиз. Парень довольно-таки молодой, 20 лет ему ровно. Но, несмотря на свои молодые годы, одержал много побед на профессиональных турнирах по панкратиону, по смешанным единоборствам. В Казахстане часто он выступал. И также он одерживал победы и в серии турнирах WF Pro Fight. База является грэпплинг и боевое самбо. Представляет департамент охраны Государственной службы исполнения наказаний Кыргызской Республики. И тренером является Арапай Улу Тугульбай. Ну и по традиции как раз узбекского спортсмена представить непосредственно соотечественник его Надыр Кадыров, президент Азиатской лиги Ахмат. Спасибо, Максим. Джураев Сиражидин, воспитанник именно школы смешанных единоборств, так как он не является неоднозначно полностью не ударником или партеровиком или борцом в стойке. Тренируется он также под нашими знаменитыми тренерами. У него неплохой тренерский состав. Опять же, наш соотечественник не то, что не уложился, а не довесом поднялся на ринг, чтобы потягаться силами со своим оппонентом, бойцом из Кыргызстана. Но сейчас уже начало боя, и вы можете лицезреть красивый, четкий поединок. Однозначно его соперник также очень хорошо работает в стойке и в партере. Вот это был нокаут, удар с разворота Максима. Да, это был потрясающий, красивый, яркий нокаут. Дорогие друзья, великолепное точное попадание кыргызского спортсмена. Очень красиво в исполнении как раз Асарбека Улу Азизбека из клуба Лига. Великолепное по техническому исполнению действие. Удар точный, нокаут. Ну, нокаут, вы знаете, такой в этом случае даже технический отказ, потому что отказ самого спортсмена. Тот, который пропустил этот удар. Вот как раз боец из Узбекистана сам отказался от проведения поединка дальнейшего, потому что пропустил достаточно существенный тяжелый удар. И вы знаете, может быть, получил какую-то травму. Сейчас вот медицинский персонал работает над этим. Но я не так часто вижу, чтобы сам боец отказывался от проведения поединка. Вот здесь мне хочется адресовать вопрос к Надыру Кадырову, который представителем является как раз Узбекистана, тоже спортсмен из его же республики. Как вы считаете, когда боец сам отказывается от проведения поединка, что в этом случае стоит думать?
И какова реакция, возможно, от нашей любимой аудитории? В первую очередь это сказывается в отсутствии опыта и ведения нетактичного боя в ринге. И как бы все это сказывается на результат итога боев. И публика с какими овациями встретила бойца из красного угла. И это как бы не дает большого плюса его оппоненту, бойца из синего угла, бойца из Узбекистана. Спасибо.